Рвать толстенные каталоги он научился раньше, чем снова сел за парту. В 25 лет поступил в школу при университете в Китае и выучил язык. Китайцев считает самыми дружелюбными, выносливыми и трудолюбивыми людьми на земле. Я поэтому с таким рвением прям сидел за партой, 25-летний ученик такой здоровый, среди 16-летних подростков, и с удовольствием учился. А поначалу думал, что язык сломает. Кстати, перелом реальный был только однажды. Упал с горного мотоцикла, сломал стопу. Так, четверг, пятницу, в субботу у нас надо было выходить. Мне поставили гипс. Что делать? Надо выступать. Я беру линейку 40 сантиметров, делю ее напополам, делаю два таких каркасика себе снизу, обматываю бинтом, затягиваю потуже в башмак, закрываю. Все, выхожу на сцену, там мы обыгрываем так, чтобы было не видно, что я хромаю. Я после выступления снимал линеечки, одевал обратно гипс. Поплевать через левое плечо, положить монетку в башмак – это не про нашего героя. В приметы он не верит, верит в себя. Единственный амулет – его косичка, обзавелся еще в Китае. Думает, что она приносит удачу. Это уже вторая. Первую подарил девушке на память. Я думаю, что Бог наградил меня вот этой вот именно владением своим телом. Я очень хорошо чувствую каждую свою клеточку тела.